Некоторые, похоже, даже с нетерпением ожидают очередного конца света, якобы предсказанного календарем индейцев майя на декабрь этого года. Между тем, в мексиканском штате Квинтана-Роо состоялся первый международный симпозиум ученых-майянистов. В работе форума приняли участие исследователи из университетов Мексики, Польши, Франции, Гватемалы и, разумеется, России. Ну что ж, возможно, мир ждут новые открытия. Давайте узнаем об этом у нашего гостя, заведующего отделом теории и методики Института археологии, профессора Валерия Гуляева. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, о конце света говорят все. Я думаю, что умные просто развлекаются и шутят, а все остальные в это верят. И хорошо, что вы пришли к нам в гости для того, чтобы нам сказать все-таки всем, наконец, уже окончательно успокоиться. И что на самом деле интересного майя подготовили нам к этому тысячелетию. И готовили вообще ли? Ну, дело в том, что тот календарь, по которому цикл большой временной, около 5 с лишним тысяч лет, должен был закончиться 22-23 декабря 2012 года, он уже недействителен с X века нашей эры, когда погибла классическая цивилизация майя, которая разработала этот так называемый длинный счет календаря. С X века и до прихода испанцев действовала другая система календаря, не имеющая отношения полностью вот к этому предсказанию. Это раз. Во-вторых, майя, будучи циклистами, как и многие другие древние народы мира, они никогда не планировали конец света и никогда не говорили, что вот закончится один цикл времени и мир погибнет. Потому что с окончанием одного большого цикла начинается другой. Нужно провести соответствующие ритуалы, жертвоприношения, и мир бесконечен. Он будет продолжать вращаться в этих циклах. Валерий Иванович, но ведь люди-то говорят о том, что будет все-таки конец света. Откуда же взялась-то вот это? Ну, вы знаете, это идет, конечно, из-за океана. И никогда ученые нормальные, они не скажут, что майя предрекали конец света в декабре 2012 года. Просто цикл временной, длинный, который начался 3114 лет до нашей эры, причем мы не знаем, по какому поводу календарь майя длинного счета начинался с этой именно даты, должен закончиться вот в эту дату. Но я еще раз говорю, в X веке этот календарь исчез. Просто кому-то интересно, наверное. Это, знаешь, вот новости создают, новости придумайте на этом заинтересованные люди. Да. Туристские фирмы, которые продают втридорога путевки к городам майя, к руинам, вот к этой дате. Есть Голливуд, есть средства массовой информации, телевидение, и желтая пресса. И все получают неплохой доход. Но мы-то сегодня пытаемся понять, как на самом деле все происходит. Но ведь календарь майя — это не главное или главная загадка? Нет, это не главная загадка. Как раз календарь майя раньше всего был разгадан, дешифрован, кстати, немецкими учеными, еще в начале 20 века. А есть сейчас открытие, которое стоит обсудить? Почему погибла классическая цивилизация майя в X веке, с которой исчез этот календарь длинного счета, над этим бьются лучшие умы, и пока однозначного ответа нет. Но есть и проблемы происхождения цивилизации майя, когда сейчас все больше раскрывается, что она раньше появилась, а не в первых веках нашей эры. Поэтому очень много таких реальных проблем, которые постепенно решаются, потому что майя — это сейчас, как все равно египетская, месопотамская археология в XIX веке, потому что читают тексты среди руин, которые копают археологи. И вот в ближайшее время можно ждать крупнейших открытий, и мы эту цивилизацию и так знаем лучше многих других, вот Колумба в Америке, а будем знать еще лучше. Конца света не будет.